Важный документ, подписания которого ждали долгие годы. И вот, наконец, под соглашением о порядке пенсионного обеспечения сотрудников таможенных органов и членов их семей поставлены подписи. Соглашение между Южной Осетией и Российской Федерацией подписали руководитель Комитета таможенного управления Южной Осетии Александр Чочиев и заместитель руководителя Федеральной таможенной службы Татьяна Меркушова. И сегодня же подписан еще один документ. Принят протокол о внесении изменений в соглашение между Российской Федерацией и Южной Осетией о порядке и условиях софинансирования за счет средств Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудников таможенных органов Южной Осетии от 7 февраля 2023 года. Это соглашение о внесении изменений к софинансированию заработной платы был необходимым документом, поскольку инспекторы, сотрудники таможенного комитета не могли, скажем, получать квалификационные звания, поскольку это предполагает дополнительные выплаты. И у нас в конце каждого года не было возможности увеличить нашу заработную плату, потому что там есть цифра, через которую, значит, мы перешагивали, так сказать. Сегодня у нас уже не будет таких проблем, и исключительно за счет бюджета Республики Южная Осетия мы сможем увеличивать заработную плату. Татьяна Меркушова со своей стороны отметила активное сотрудничество таможенных органов Российской Федерации и Южной Осетии и подчеркнула значимость подписанных документов, которые направлены на социальную поддержку сотрудников. В этом году, в 2025-м, у нас завершены процессы интеграции. На прошедшем в сентябре форуме мы подписали тоже еще одно долгожданное соглашение о зачете выслуги лет в пресс-службе в Российской Федерации и в Южной Осетии. И далее поступательное движение следует. Соответственно, мы работаем над тем, чтобы гражданам Южной Осетии социальные гарантии предоставлялись в равных объемах с гражданами Российской Федерации. Вот подписано соглашение о пенсионном обеспечении, соответственно, та же самая история на территории Российской Федерации. Мы будем также рассчитывать пенсионное обеспечение и предоставлять пенсии таможенникам Южной Осетии, как представляем их и гражданам Российской Федерации. После вступления в силу соглашения на заслуженный отдых смогут выйти более 40 сотрудников таможенной службы Южной Осетии, а молодые кадры, ожидающие работу, будут приняты на службу. Это у нас такие сотрудники, которые работают с момента основания таможенных органов и по сегодняшний день. Я очень рад за них, потому что они реально этого заслужили. У них будет сейчас новые социальные гарантии, пенсия будет российская, и думаю, что их... Соглашение о пенсионном обеспечении сотрудников таможенных служб вступит в силу после ратификации. Стелла Бязарова, Аида Кочева, Алим Бетеев, Зарина Таттаева. Информационный выпуск сегодня.